Чем меньше времени остается до дня голосования, тем больше ухищрений в арсенале агитаторов. Механизмы давления на выбор избирателя совершенно разные. Активные сторонники политиков не только пользуются привычным приемом выставления своего кандидата в лучшем свете, но и пускают в ход откровенный шантаж. В некоторых случаях дело доходит даже до угрозы перепроверить, за нужного ли кандидата проголосовал избиратель. В 2014 году были местные выборы. В 2015 году были парламентские выборы, потом уже в 2016 году был референдум и местные выборы. В этом году несколько местных выборов прошли. И на всех этих этапах используются автоматически считывающие урны. Ну вот хоть одного человека мне найдите, которому доказали, за кого или за какую партию, или по тому же референдуму, как он проголосовал. Это все ложь, провокация. Тайну голосования никто не вправе нарушать. Не вправе нарушать наблюдатели, кандидаты, члены участковой избирательной комиссии и сами избиратели. Такого рода агитацию юристы считают по меньшей мере неуместной и бесполезной. По словам представителя общественного фонда «Гражданская платформа» Тимура Арыкова, за подобное запугивание агитатор должен быть привлечен к ответственности, так же, как и любой другой, кто попытается нарушить принцип тайны голосования. Если в помещении для голосования, с чьей-либо стороны, если будут попытки нарушить это тайное голосование, будь то член комиссии, будь то наблюдатель или другой избиратель, который пытается тайно нарушить голосование другого избирателя, данные лица должны быть удалены из помещения. Это в первую очередь. И в другое, также законодательно предусмотрена ответственность за нарушение. Возможно, это административная ответственность или даже вплоть, возможно, до уголовной. Или оказание какого-то давления с целью, чтобы принудить избирателя проголосовать за кого-то, это тоже в процессе разбирательства и в последующем должны быть эти лица привлечены к ответственности. Подобными угрозами возмущенный экс-депутат Джугурку-Кенеша Феликс Кулов, бывший парламентарий, настолько уверен в невозможности отследить голоса избирателей, что даже пообещал подарить свое жилье тому, кто в день голосования определит, какому кандидату отдал свое предпочтение сам Кулов. Я буду голосовать в 6-й школе, брошу бюллетень. Если вы определите, что я голосовал, я отдам свой дом. Почему это нереально? Объясняю. Отпечаток пальца, который вы сдаете для биометрии, он сразу переводится в цифры. Цифры из базы взять и положить невозможно. Определить, кто как голосовал, это невозможно. Студентов пугает, военнослужащих. Бояться не надо. Тебя могут напугать, дать тебе деньги, пришел, проголосовал, и никто не узнает никогда. В Центральной избирательной комиссии заявляют, что на сегодняшний день тайна голосования обеспечена полностью. Фальсификация невозможна ни посредством автоматически считывающих урн, ни при использовании идентификационного аппарата. Это значит, что каждый избиратель может совершенно безбоязненно делать свой выбор в пользу того кандидата, которого считает наиболее достойным. Сабина Дамаскина, Джанарбек Докдурбекулу, НТС.